Ev aldında gül çiçek, çiçekleri açkanıda. Akız sana ne oldu? Çırayında kaçkanıda, nechun beni sevmeysin? Akşam olsa gelmeysin. Ayarık gecesinde başkasıyla gezersin. Nechun beni sevmeysin? Akşam olsa gelmeysin. Ayarık gecesinde başkasıyla gezersin. Любовь к музыке у меня еще проявилась в раннем детстве. Помню, в детстве у нас был проигрыватель с пластинками, и там вот у меня одна из любимых пластинок была Февзи Алиева «Яңрай Хайтарма», «Бугун бізде той джиин», вот эти «Далғарға бардым» песни, Хайтарма. Я очень часто ее слушал, и вот действительно у меня была вот такая вот любовь именно в общем к музыке, именно к крымско-татарской музыке проявилась именно в тот момент. Я был маленький, когда меня отдали в музыкальную школу. И так получилось, что из музыкальных инструментов у даишки был баян, ну и решили отдать меня на баян. Родители меня поддерживали в моем музыкальном творчестве. С раннего детства ездила со мной мама по фестивалям, то есть в другие города. Я еще там маленький был. Всегда она говорила: ты лучше. Ну, как бы мама же, да, она всегда скажет, ты лучше. Но это на самом деле, хоть и в детстве это мотивировало, ты как бы шел вперед, ты старался. Хотя, когда мои сверстники в этот момент там гоняли футбол, да, ходили там на карате, и я ходил в музыкальную школу. Где-то на 4 классе у меня как-то пропал интерес. Ну, бывает такое, может, возраст такой был у меня пропал. А потом я как-то подумал, ну, осталось-то там 1,5 года, там, надо уже доучиться. Однажды в музыкальной школе мы с ребятами пришли на урок, а у нас там как раз было окно между уроками свободное. И мы закрылись в одном музыкальном классе и начали там петь, играть. И я на баяне начал петь и играть песню «Здравствуй, Крым, старый дом». Вот Зарема Ханум песня. И, видимо, так громко пел, что одна из учителей музыкальной школы открыла, улыбнулась и закрыла. Ну, я как-то так насторожился. А потом на следующий день преподаватель в музыкальной школе говорит: а мне сказали, что ты поешь. Мы с ним начали репетировать, и я помню мое первое выступление. Я исполнял песню «Ристал». Это Тесели ансамбль Сервер Кокуры. Помню, тогда я взял первое место. И после этого вот мы начали участвовать в фестивале наши, районные живые родники, фестивали там крымские, всеобразные там. Мне было это всегда очень интересно, мы готовили новые песни. И я всегда пел на крымско-татарском песни, все крымско-татарские песни. Всегда у меня был национальный костюм, халпах такой. Мне было, наверное, лет 12. Я для нашей школы, для татарской, написал песню о школе. Я написал музыку, мой отец написал слова на крымско-татарском. И она до сих пор звучит на линейках. 1 сентября, последний звонок. У меня вообще очень трепетное отношение к нашей школе Октябрьской, номер 3. И я очень горд, на самом деле, что я могу внести какой-то вклад, хоть и небольшой, в развитие нашей культуры, нашего языка, нашего творчества. В 2010 год я пришел на радио Мейдан, устроился дежурный звукорежиссер. Там у меня работал мой хороший друг Глявер Дваджиев. Мы с ним в университете вместе учились на одном курсе. И он мне предложил, говорит: Асан, давай с тобой снимем клип.
на песню. Когда я записал песню, моя первая песня была студийная. Помню, Хаят мне аранжировку делал. Севги и Каясы, медленная песня. Мы решили снять там. Это было для нас что-то новое, интересное, на фотоаппарат тогда, в HD-качестве. Нам было интересно эти все вот технические моменты. Мы отсняли этот клип. И именно в этот момент у меня был такой rывок музыкальное творчество, писать новые песни, снимать клипы. В 2013 году мне поступило предложение выступить в Турции на фестивале Turkcell Vision от Крыма на тот момент. Для меня было это очень интересно, очень знаково. Так. Концерт сам был в амфитеатре Памуккале. Это вот выступление для меня было это что-то такой новый уровень. Около 20 стран было, тюркоязычный. Условие было исполнить турецкую песню. Я, конечно, выбрал песню Рафет эль Роман «Seni seviyorum». В моем творчестве песня «Ватаным» имеет для меня очень такое большое значение. Она родилась буквально, скажем так, в течение одних суток. Я вечером написал музыку, позвонил Урие Кадыровой, она мне тексты пишет. Я говорю: Урие, вот есть музыка, патриотическая песня, нужно ее сделать. Было мое удивление, что она буквально там за несколько часов прислала мне текст. Я тут же вечером отправил эту мелодию на аранжировку. Мы утром поехал я на студию, записал уже голос там, и вечером мы снимали клип на эту песню. Когда намечались съемки на клип «Ватаным», вот, я заметил, что у нашего народа есть вот это вот единство, каждый хотел поучаствовать в съемках клипа, внести свою лепту какую-то. Очень много людей принимало участие, большое им спасибо, большая благодарность. И я могу с уверенностью сказать, что эта песня не только моя, но она принадлежит всему нашему народу. Познакомился я со своей супругой в соцсетях, увидел ее фотографию, она мне понравилась, пообщались, потом спустя 2 недели я пошел к родителям ее знакомиться, показать, что я с серьезными намерениями общаюсь. И буквально вот через полгода у нас была уже свадьба, то есть не затягивали мы, было все так быстро. И я очень рад этому, потому что я считаю, что в отношениях, лично я считаю, что затягивать не нужно. Если ты видишь, что это твой человек, ты пришел в ее семью, ты чувствуешь себя там комфортно, то есть это уже говорит о том, что не нужно оттягивать, нужно жениться, создавать семью, и все будет хорошо. И на данный момент у нас уже 2 детей, Аллаха шукур. Но на этом планируем не останавливаться, хотим еще, как минимум 3-го сметался, дальше будет видно, Алла берсин. Нас должно быть больше, дёр без нахорта раджах, как говорится. В данный момент мне очень сильную поддержку дает жена, постоянно говорит: Асан, давай пиши что-то новое, ты уже давно не писал. Асан, вот я сегодня послушала вот такую песню, послушай, тебе надо что-то вот в этом направлении написать. Никогда она меня не останавливала, никогда не тормозила, а наоборот, только вперед, вперед, давай пиши, давай снимай. И я очень благодарен за это. Помимо музыки я еще
занимаюсь программированием сайтов. Мне это очень нравится, потому что на самом деле сфера IT, она всегда развивается, всегда что-то новое. Даже во время, когда я работаю за компьютером, у меня постоянно в наушниках музыка. Музыка в любом случае всегда идет рядом со мной. У меня многие мои знакомые спрашивают, почему у тебя все песни о любви, такие лирические. Ну, я не знаю, я иначе не могу. Я пишу свои песни, но когда я что-то испытываю, какие-то переживания, чувства, я это выражаю в своих песнях. Они у меня о любви к девушке, о любви к родителям, о любви к родине. Любовь может быть разная, но все равно основа, я считаю, всего в жизни – это любовь. Гүлләр топлап, саңа багышладым арзу минем. Буюк sevgim sarıp aldı dünyamızны. Hiç kimsege